Выдающийся художник, график, живописец, геральдик, искусствовед и художественный критик Александр Чачба-Ширвашидзе, будучи вдали от родины, никогда не терял с ней связь, отметил Рауль Хаджимба, приветствуя гостей. В 1918 году Александр Чачба-Ширвашидзе впервые приезжает в Абхазию. Несмотря на недолгое пребывание на родине, ему удалось открыть детскую художественную школу, где он сам вел уроки рисования. Александр Чачба открыл театральную студию для молодежи при Сухумском театральном обществе. В качестве педагогов он приглашал известных театральных деятелей – Николая Еврейнова, Наталью Будковскую, Василия Каменского и других. Для нас очень важно сохранить эту связь, создать все возможности для того, чтобы будущие поколения, наше будущее поколение знали бы об этом великом человеке. Человек, который многое привнес в культуру Абхазии, в ее жизнь, для того, чтобы об Абхазии знали больше. Действительно, человек, прошедший очень сложный путь, но путь, который интересен и важен для абхазского народа. И я горжусь тем, что у нас есть возможность общаться с вами те, кто непосредственно кровью связан с этим человеком, и те, кто непосредственно содействует тому процессу, чтобы эта связь была бы непрерывной. Внук Александра Чачба Демосфен Зайцев поблагодарил президента за теплый прием и за столь бережное отношение к памяти его знаменитого деда. Несмотря на то, что Александр прожил в Абхазии всего 2 года, все мысли художника были обращены к родине, о чем свидетельствуют его многочисленные записи в записных книжках и послания молодым абхазам, сказал Демосфен Зайцев. И после смерти Александр Чачба мечтал обрести покой на родине в Абхазии, и его мечта сбылась. У него там много записей. Те, в которых он и думал о лице города Сухума, и о молодых посланиях к молодым абхазам. Он мечтал о том, как будут возрождены театр на воздухе. Ну, все, в общем, у него очень много записей. Вот Боча видел, знает. Так что он не забывал. И в письме от Лифаря, знаменитого балетмейстера Сержа Лифаря, маме, он написал, что, как он называл его, князенька. Князенька так мечтал, чтобы его похоронили на родной земле. Демосфен Зайцев также выразил благодарность за памятник Александру Ширвашидзе Чачба, установленный в Сухуме, отметив, что это память всем поколениям. Он с сожалением сказал о том, что нет галереи, где хранились бы картины выдающегося художника, многие из которых уже требуют реставрации. Министр культуры Эльвира Арсаля поблагодарила за возможность провести ряд мероприятий, которые еще раз напомнят о масштабе личности Ширвашидзе Чачба. Ряд мероприятий, которые нам позволит еще раз вспомнить, что Ширвашидзе был великий абхаз, и это имя, через которое мы можем говорить со всем миром. Действительно, имя, которое рядом и с Бенуа, и с Головиным, и с Бакстом, его место заслуженно должно быть еще больше отмечено в истории. Но сегодняшняя конференция, я думаю, что будет очень интересная, на которую мы сейчас откроем через несколько часов, где участвуют наши искусствоведы, художники. И самое главное событие, конечно, это выставка. Нам эти мероприятия позволили оформить и вытащить более 100 его работ, и такой большой для нас масштабной выставки не было, наверное, последние лет 30, я так думаю, потому что последний раз такое было до войны. Министр культуры сообщила, что ряд мероприятий запланирован и в России в 2018 году. В частности, пройдет День памяти Александра Чачба в Государственном театральном музее Санкт-Петербурга. Затем к могиле Александра Чачба в сквере Абхазского государственного музея были возложены цветы. Художник умер в Монако в возрасте 101 год и был похоронен в Ницце. По словам внука Александра Чачба, дед очень много думал об Абхазии и завещал быть преданным земле именно на родине. Спустя годы его воля была исполнена. Затем в 2013 году на его могиле был открыт памятник. На возложение помимо родных художника пришли министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, ее заместитель Батал Кобахия, представители интеллигенции Абхазии,
Абхазии, общественность, студенты. Мероприятие, приуроченное к празднованию 150-летия со дня рождения знаменитого художника Александра Шервашидзе Чачба, продолжились конференции о его жизни и творчестве, на которой собрались ученые, художники, искусствоведы и студенты. Открывая встречу, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия еще раз поприветствовала гостей, родных знаменитого художника, приехавших в Абхазию из России и Болгарии, и отметила бесценный вклад именитого художника в культуру сразу 3 стран. Удивительно то, что 50 лет он прожил в России, 50 лет во Франции, всего лишь год или 2 в Абхазии, но неудивительно, наверное, вполне закономерно, но хорошо то, что его душа, его голова, она всегда была обращена в сторону Родины. И ему было суждено работать в лучших театрах с такими именами, как Головин, Мейерхольд, Ивриинов, Бенуа. И, конечно, хочется, чтобы его имя также было заслуженно отмечено в истории, в мировой истории, потому что его наследие является частью мирового культурного наследия. Художественное образование Александр Шервашидзе Чачба получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как одаренный ученик продолжил учебу за границей. В Париже обучался в мастерских Кармона и Жюльена. Там же он становится членом русского артистического кружка «Монпарнас». Выставлялся в парижских салонах. Был избран членом Национального общества художников Франции. Об этом говорили участники конференции, отмечая заслуги первого профессионального абхазского художника. Приветствие от имени президента Абхазии Рауля Хаджимба зачитал советник главы государства Владимир Зантария. Уважаемые участники конференции, нет сомнения в том, что события, связанные со 150-летием со дня рождения выдающегося абхазского художника, живописца, сценографа, теоретика изобразительного искусства Александра Шервашидзе Чачба, заметно обогатят уникальную летопись нашей культуры и ее неповторимую историю. Александр Шервашидзе был декоратором петербургских императорских театров. Художник принимал участие в создании более 40 спектаклей, среди которых «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Макбет», «Шекспира» и других. Его работы и реформаторский подход к декоративному искусству снискали ему в тот период широкую известность. На конференции были заслушаны доклады ученых, искусствоведов, историков, которые большую часть своей жизни посвятили исследованию творчества Шервашидзе. Александр Чачба принадлежит не только Абхазии, хотя он наш человек, он здесь не родился, он был душой и сердцем абхазец, потомок абхазских царей, Чачба и правнук Килишбея, внук, внучатый племянник Михаила. Важно понять, что не только фигура абхазского и даже российского масштаба, это фигура европейского и мирового масштаба. Таких людей у абхазов вообще-то очень мало. Это они есть, Искандеры, другие, Хибло-Герзмава, но все-таки Александр Чачба это первый такой абхаз, который стал всемирно известен. И его слава продолжает развиваться. В продолжение мероприятий к празднованию 150-летия со дня рождения первого профессионального абхазского художника, организованных Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия республики, 13 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников пройдет открытие выставки работ Александра Шервашидзе Чачба из фондов Государственной национальной картинной галереи Абхазии. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.